третьего тысячелетия. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Послесловие с Азаматом Саидовым. Добрый день. В прямом эфире уфимской радиостанции «Эхо Москвы» авторская программа «Послесловие». Студия Азамат Саидов, за звукорежиссерским пультом Руслан Валиев. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что прямой эфир также транслируется в прямом доступе в Фейсбуке и Ютубе. Итак, мы начинаем. Чем болеет сама башкирская медицина? Ответ на вопрос мы пытались найти в этой студии еще года полтора назад в разговоре с Дамирой Сабирзяновой, председателем республиканского сообщества «Медицинская палата». Тогда только-только назначили очередного руководителя регионального Минздрава Максима Забелина, москвича. Было в то время такое поветрие, ставить на ключевые должности иногородних больше, конечно, из подмосковного Красногорска. К новому министру в республике все это время присматривались, однако на день сегодняшний градус разочарования в нем, как мне кажется, начал уже зашкаливать. И это примечательно, что критику высказывают медики в своем кругу. Но жалко, что только в своем профессиональном кругу, но не прилюдно. Но оно и понятно, потому что публично решаться на подобную откровенность решаются не все. В республиканском Минздраве разговор с инакомыслящими в таком случае короткий, чуть что покажут на порог. Итак, чем болеет башкирская медицина? Разговор второй. Сегодня в гостях у послесловия Вадим Башаров, врач высшей категории, отличник здравоохранения Республики Башкортостан и Российской Федерации. Приветствую вас, Вадим Раисович. Добрый день, Азамат Фаизович. Вот о разговоре на эту тему мы с вами договаривались ровно неделю назад. Но вот в эти минувшие выходные на портале про Уфу вы напрямую усомнились в наличии профессионализма у руководителя республиканского Минздрава. Вот это ваше мнение, что, как мы должны это понимать, это закономерный итог всей башкирской карьеры Забелина? Я предполагаю, что это не мое субъективное мнение, это мнение значительной части медицинского сообщества, и на это есть все основания. Придется повторяться, раз вы упомянули эту статью. Основные моменты, они принципиальны. Максим Забелин. Фигура. Первое. Как вы уже отметили, человек пришлый. Понимаете, здравоохранение – это составляющая социальной жизни, основная составляющая социальной сферы. И здесь должно быть полное понимание вопроса. То есть человек должен понимать вопросы местные. То есть человек пришлый исключен. Это первый принципиальный момент. В этом случае мы этого не видим. За 2 года руководитель, по большому счету, не выучил название муниципальных образований. Нет возможности просклонять названия районов. Это говорит о том, что нет ментальности, нет понимания. Я уж не говорю о других моментах. Это первый аспект. Второй момент. Назначенный руководитель не был первым лицом по своей профессиональной биографии. Прежние, да. Биография опубликована на официальных ресурсах. Не был первым руководителем. А я спешу напомнить профессиональному сообществу, что есть квалификационные требования, которые регламентированы Минздравом России на любого руководителя, начиная с руководителя медицинской организации, заканчивая руководителем ведомства. Этого мы не видим. Третий момент. Незнание специфики региона. Четвертый момент, очень важный.
Понимаете? Здравоохранение – это же не бизнес-проект, это же не сессия. Приехать, технократически решить какие-то вопросы, задачи поставленные и уехать. Это ответственность. Здравоохранение – это всегда, вспомните времена Семашко, это же народный комиссар. Министр здравоохранения – это народный человек. Его должны знать люди. Что мы видим? Нет информационного поля. Я не видел пояснения по основным вопросам. Скажите, пожалуйста, вот извините, я вас перебью. Вот в данном случае министру, конечно, рознь, но в данном случае министр изобилия, он, как вы сказали, ментально далек был и, наверное, и есть на сегодняшний день Абсолютно твердое убеждение. от региона, от населения, не знает названия. Насколько это принципиально важно для главного человека в Минздраве Башкортостана? Это важно. Здравоохранение – та область, которая касается каждого человека. Вот у нас 4-миллионная республика, начиная от первого, заканчивая последним. К здравоохранению имеют отношение все. Мы рождаемся в роддоме. Мы имеем отношение к медицине постоянно. Понимание должно быть вопроса. Понимание. Основные критерии удовлетворенности населения здравоохранением два основных и ключевых. Это доступность и качество. Все понятно, но вот глядите, я вот сейчас сижу и думаю, возьмем условного, блестящего башкирского медика. Его внезапно, неожиданно для него, назначают министром куда-то в Забайкалье. У него такая же будет вот ситуация, как и у Забельна здесь, у нас, в республике? Я посчитал, что я ответил на этот вопрос. В Забайкалье не был, не берусь рассуждать. Но у нас национальная республика, так? Большая, одна из ключевых республик в Приволжском федеральном округе. У нас есть традиции, у нас есть успехи, у нас есть сформированные, задачи в республиканском здравоохранении. У нас есть кадры подготовленные. Какой смысл? Первое лицо, заместители. Что, у нас нет подготовленных кадров? Есть. У нас есть традиции, у нас министр легендарный был, напоминаю вам, с фамилией Камалов. Помните? Так. У нас был Зуфар Идгарович Муртазин. Да. Великолепный министр. Который владеет республикой, информирован о каждом уголке, знает каждый фельдшерско-акушерский пункт. Более того, по крайней мере, руководителей помнит по имени и отчеству, в отличие. Ну, если даже я, журналист, и то помню Зуфара Эдгаровича. А вот не этим ли связывается то, что и у нас в памяти не остался, и не сохранился, и ничего добрым не отметился Шибаев, Георгий Шибаев. Тоже был приезжий, пришлый во времена Хамитова. Ну, интересная аналогия, я бы сказал так. Я думаю, вы меня поймете, и аудитория тоже. Дубль 2. Понятно. Вот вспомним обстоятельства прихода Забелина к своей должности. Радием Хабировым, тогда еще исполняющим обязанности главы региона, был со скандалом снят предыдущий министр Анвар Бакиров. Не прижился, как замена ему, и Рафаэль Ипаров. Вот что было тогда уже в хронических недугах Минздрава? И что усугубилось или изменилось при Забелине? Отвечу на этот вопрос. Анвар Бакиров, во-первых, и Рафаэль Ипаров. Это, начнем с достоинств, да? Это потомственные врачи. Это первое. То есть родители врачи, династия врачебная, приход в профессию осознанный. Это раз. Во-вторых, что касается уважаемого Анвара Акрамовича, это человек, который достиг максимума в своей профессии. Он прекрасный торакальный хирург. И долгое время проработал в стенах ведомства служащим, специалистом. Он был главным специалистом-хирургом. Республику изучил досконально. То есть он все проблемы
вопросы башкирского здравоохранения знал изнутри, знал людей, просматривал варианты решения организационных вопросов, понимание вопросов было полным, и, соответственно, те решения, которые проводились в бытность Анвара Акрамовича министром, я считаю, были совершенно логичными и обоснованными. Хорошо. И вот теперь у нас уже достаточно долгое время рулит Минздравом Максим Забелин. Что изменилось в лучшую сторону, а что усугубилось? Здесь, видимо, надо начать с того, что основное, значит, непонимание идет от того, что нет информационного поля. Первое лицо – не публичная фигура. Это общепризнано. Я не знаю, в силу каких причин, в силу каких обстоятельств мы видим что? Мы видим краткосрочные 1,5-2-минутные доклады на оперативных совещаниях в понедельник, так? Мы видим совещания руководителей, которые больше по форме, чем по содержанию, так? Мы видим внешние атрибуты, мы не видим информации. Да, идет национальный проект здравоохранения, да, очень наполненный бюджет, порядка 75 миллиардов, консолидированный бюджет, деньги, на которые достаточно, чтобы иметь определенные достижения, успехи. В вопросе мы не слышим, мы не видим анализа, мы не видим картины. Мы не слышим из его уст о проблематике вообще медицины башкирской. Да. Вся стратегия, если так можно осторожно назвалась, к чему свелась? То, что на оперативных совещаниях с руководителями, так, учат, как отвечать на обращения граждан. Учат именно так, чтобы не обращались больше. Но это же не решение вопроса. Если поступает заявление, обращение гражданина, это же боль, это чья-то боль, это крик души, так надо не думать о том, как отписаться, так, и как применить шаблон ответа, а надо проанализировать проблему, расширить ее, изучить и предложить варианты решения. Ну, в принципе, вот в подтверждение этого я могу привести и такой факт. Елена Прочаковская, которая является главным пиарщиком Башкирского Белого дома, даже она посетовала на то, что Забелин, он для общественности закрыт, он не публичный человек. И лишь после этого он начал с ней вроде как участвовать в каких-то пресс-конференциях. Вот раз, коль мы заговорили вот о последних вот этих событиях, связанных с пандемией, вот поговаривают еще, что именно в этот период всерьез пошатнул позиции Забелина, что на борьбу с коронавирусом, насколько мне известно, ушло более 12 миллиардов бюджетных денег, однако к их разумной трате остаются серьезные вопросы. И вот какие такие вопросы, что вы можете вот пояснить? Ну, возвращаясь к названным мной и вами цифрам, вот посмотрим на цифры, да. Я повторяюсь, бюджет здравоохранения 75 миллиардов, общий бюджет годовой, консолидированный из всех источников. Источник это ФОМС, это бюджет Российской Федерации, бюджет республики. 12 миллиардов, практически пятая часть. Я понимаю, что пандемия, я понимаю, что серьезный вызов, но пятая часть бюджета, а что? Какие вопросы решали? Мы совершенно, что ли, не подготовлены к эпидемиологической ситуации? Это раз. Второй момент. Значит, есть уклон. Первый вопрос, да, он злободневный, он обсуждается в медицинском сообществе. Это вопрос закупа. Я здесь намеренно и сознательно отстраняюсь от комментариев по поводу, значит, технологий, процедур. Так, это не мой вопрос. Это вопрос ведомств. Но приобретается оборудование, допустим, условно, притча во языце, компьютерный томограф. Начинать надо с чего? Дорогостоящее, тяжелое медицинское оборудование, призванное для чего? Чтобы обеспечить решение определенных задач. Первый вопрос. Есть подготовленные люди? Ответа нет.
Второй вопрос. Если оно поступило, смонтировано, оно должно работать круглосуточно. Я правильно понимаю? Круглосуточно, чтобы показать эффективность и решить те задачи, которые поставлены. И третий вопрос, значит, насколько обоснована необходимость. Поскольку стандарты оснащения больниц не все томографом единым. У нас многие больницы, центральные районные больницы, тем более сельские участковые больницы, они не оснащены по минимальному стандарту. И еще один вопрос. Значит, я вам открою такую новость, интересную, значит. В Уфе, в столице региона, на сегодняшний день, я знаю 2 больницы, которые работают в промышленные зоны и имеют предписание Роспотребнадзора о недопустимости медицинской деятельности. То есть вопросов много. А что с этими не так, с этими 2 лечебными заведениями? Есть предписание, то есть это документ Роспотребнадзор о том, что медицинская деятельность в этих медицинских организациях недопустима. Они продолжают работать. Вопрос. Надзорные органы есть? Есть. Почему? Об этом министр Забелин знает? Министр Забелин, к сожалению, не знает о многом. Министр Забелин за 2 года не успел посетить большинство медицинских организаций. Министр Забелин больше работает в кабинете. Министр Забелин прячется в делегации за головой. И, соответственно, все вопросы идут напрямую, вы сами назвали, пресс-службу губернатора, так? Понятно. Она должна отвечать на вопросы. Хотя есть первый руководитель. Напоминаю, что в эфире авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саидов, за звукорежиссерским пультом Руслан Валеев. И у меня сегодня собеседник Вадим Башаров, врач высшей категории, отличник здравоохранения Республики Башкортостан и Российской Федерации. Вот, Вадим Раисович, в башкирском медицинском сообществе называют в качестве главных причин недовольства руководства башкирского Минздрава это отсутствие перспектив у врачей, быстрое их профессиональное выгорание и, как следствие, уход их из профессии. И параллельно с этим формируется у населения хроническое недоверие к людям в белых халатах. Вот можете ли вы подтвердить вот эти конкретные претензии конкретными фактами? Вы академично очень озвучили проблему. Давайте все-таки переведем на упрощенный язык, чтобы коллеги понимали, о чем идет речь, и в должной мере, я думаю, они согласятся. Что такое профессиональное выгорание? Врачебная специальность, она требует призвания. Это первое. Это обязательное требование. Второе. Отсутствие равнодушия. Что получает взамен любой человек, любой специалист, придя в профессию? Заработную плату не будем обсуждать, она очевидна. Жизнь продолжается. Очевидно, малая. Очевидно, малая. Так. Социальная составляющая, содержимое отсутствует. Так, это я говорю пока про поколение, которое профессионально выгорает. Так, нагрузка регламентирована. Нагрузки бешеные. Да, регламентировано, не зависит от врача, соответственно, устают люди. Что получают взамен? Все находятся в ипотеке. Находятся. Основная масса. Врачи где должны получить жилье? Раз. Обременяется кредитами. 2. То есть находятся заложниками своей профессии. Владимир Ильич, давайте сделаем так, по закону жанра, но сейчас уход на федеральные новости, буквально 2-3 минуты, потом мы вновь вернемся вот именно к разговору с этой темы. Это программа «Послесловие», не уходите далеко от своих радиоприемников, буквально через 2-3 минутки мы вернемся.
13 часов 30 минут. Добрый день. В студии Ирина Меркулова. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо Москвы». Армения обвиняет Турцию в участии в боевых действиях в районе Карабахского конфликта. Как говорится в заявлении армянского МИДа, Турция переправляет в Азербайджан иностранных наемников. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация. Соответствующее распоряжение подписал президент Алиев. Ранее в Министерстве обороны заявляли, что армия достаточно укомплектована и на фоне обострения в Карабахе всеобщая мобилизация не требуется. Вчера Национальное собрание Азербайджана приняло решение ввести в стране военное положение. В некоторых регионах объявлен комендантский час. Стороны сообщают о потерях в результате боев в Нагорном Карабахе. В Степанакерте утверждают, что погибшие и раненые есть и среди мирного населения. В Кремле обеспокоены обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Боевые действия должны быть немедленно прекращены, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия находится в постоянном контакте с Турцией, и разговор президента России с азербайджанским коллегой состоится при необходимости. Один из обвиняемых по делу о крушении в Донбассе малазийского Боинга, россиянин Олег Пулатов, хочет выступить в суде, сообщила на слушаниях адвокат Сабина Тендусхат. По ее словам, защита настоятельно рекомендовала своему клиенту не делать этого по причинам безопасности. Кроме того, в отношении Пулатова действует международный ордер на арест. Адвокат подчеркнула, что россиянин настаивает на своей невиновности. Он заявляет, что не имеет никакого отношения к крушению Боинга. В России за сутки выявлено более 8 тысяч заразившихся коронавирусом. Впервые с середины июня умер 61 пациент с COVID-19. По данным Федерального оперативного штаба, больше всего новых случаев в Москве – 2217. Вторая волна коронавируса потребует новых мер поддержки экономики, уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Кроме того, по его словам, необходимы дополнительные меры по снижению бедности и помощи населению. По данным Кудрина, с начала года количество бедных в России увеличилось более чем на 1 миллион, и сейчас их более 20 миллионов. Кудрин уверен, что у правительства есть деньги, чтобы помочь этой категории граждан. Курс доллара на завтра 78 рублей 67 копеек. Евро стоит 91 рубль 48 копеек. Это курсы Центробанка. В Москве в ближайшие сутки облачно с прояснениями. Днем без осадков. И завтра до плюс 20 градусов. Сейчас в столице плюс 13. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». По будням с 8 утра слушайте на «Эхе Москвы» в Уфе и смотрите в социальных сетях «Уфимский разворот». Актуальные новости, интервью и ваши сообщения в прямом эфире. Начинайте день вместе с нами, чтобы быть в курсе событий нашей республики. В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, что не боятся высказать его вслух. По будням эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» со вторника по четверг после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Живи! Еше! Живи, Беларусь! Еше, Беларусь! Живи, Беларусь! Еше, Беларусь! В Уфе активистка штаба Навального вышла на пикет с плакатом «Живи, Беларусь». Өфіле Навальный штабы әудеме «Еше, Беларусь» деген плакат менән пикетка сыкты. В Уфе активистка штаба Навального вышла на пикет с плакатом «Живи, Беларусь». Өфіле Навальный штабы әудеме «Еше, Беларусь» деген плакат менән пикетка сыкты.
Эхо Москвы в Уфе и общественная организация Берземлек представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Послесловие с Азаматом Саитовым. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Это авторская программа «Послесловие». Азамат Саитов, за звукорежиссерским пультом Руслан Валеев. И у меня сегодня в собеседниках Вадим Башаров, врач высшей категории, отличник здравоохранения Республики Башкортостан и Российской Федерации. И мы, естественно, пытаемся найти ответ на единственный вопрос: чем болеет башкирская медицина. И вот, Вадим Ильич, вы остановились перед перерывом на той мысли, что идет профессиональное выгорание у врачей. Вот продолжите, пожалуйста, тему, тем более, что я вас остановил ввиду перерыва. И с другой стороны, слышали ли вы о том, что определенная часть специалистов уезжает из республики в соседние регионы? Насколько это по цифрам впечатляет? Конкретные цифры анализа нет, но тенденция есть. Соседние регионы, я уж даже смущаюсь называть притчи во языцах, Татарстан, да, Удмуртия, они предоставляют заведомо более выгодные стартовые условия для молодых врачей, а именно предоставляет жилье на льготных условиях. Раз. Просматривается перспектива, значит, профессионального развития. Сразу определяется. То есть, если здесь выгорание, то там, наоборот, перспективы. Да, да. Условия работы. И что немаловажно, и основное, значительно выше заработной платы. Механизмы я не исследовал, но это факт. Ну, наверное, еще и здесь и профессиональная удовлетворенность людей в белых халатах, так? Возможности, да. И, кстати, уезжает не только молодняк, молодые специалисты, а уезжают ли опытные? Состоявшиеся специалисты переезжают. У нас очень серьезная была есть, но тем не менее, по офтальмологии ситуация. Многие оперирующие хирурги во многих регионах России. Начиная от Ростова, заканчивая столичными городами. Я узнал, хорошо, Тажидинова, хирург из РКБ, он сейчас работает, по-моему, в Тюмени, в центре хирургии, микрохирургии. Многие травматологи, значит, владеющие высокими медицинскими технологиями, так, по оперативному вмешательству, тоже переехали в травматологические центры, как Удмуртия, Мариэл. Если мы упомянули Георгия Шабаева, то при Забелине за эти 1,5 года уехало достаточно большое количество людей. Да, да. То есть мы теряем врачей? Теряем врачей, да. Теряем врачей. Хорошо. И мы теряем институт наставничества. Вот сейчас допуск к профессии, сменился регламент. Если раньше выпускник вуза заканчивал интернатуру, то есть у него был год для адаптации, сейчас он выходит на переднюю линию практически сразу после аккредитации. То есть новая форма. Раньше был год адаптации, интернатуру, он работал под наставником, сейчас заканчивает институт, проходит аккредитацию и, соответственно, выходит в поле. Но ведь наставничество, если продолжить логическую цепочку, это же ведь еще и наследственность, преемственность, это и формирование новой школы врачей. Я правильно понимаю? Абсолютно. То есть всего этого нет, и у нас сегодня медицина не имеет таких четких перспектив в целом. Почему? Здесь надо понимать, что в гражданском обществе запрос. То есть вопросов к здравоохранению очень много. И если на сегодняшний день не сложить ситуацию обсуждению, открытого обсуждения вопросов, возникающих в здравоохранении, так, мнение не выслушивать профессионалов, в том числе и экспертов,
то тогда это тупиковый путь. Скажите, я прав в своих умозаключениях, что любой врач, который осмелится говорить правду или выносить, или возмущаться, за этим может последовать расправа? Это у нас поставлено в Минздраве? Да, это, к сожалению, вот административный ресурс в этой части отработан. Очень интересно используются статьи Трудового кодекса. Значит, есть уже модные статьи, значит, по отношению к руководителям. Это утрата доверия, то есть министр увольняет человека, которого ни разу не видел, не знает, не знаком. Понятно. Принимает волевое решение. Да, ситуация, конечно, достаточно печальная, конечно. Вот одна из болезней нашего башкирского Минздрава на сегодняшний день. Вот глядите, еще. Вот любая профессия сильна, как известно, своим будущим. У нас в Башкортостане, несмотря на наличие собственного медицинского университета, вот все чаще и чаще профессионалы с определенным скепсисом смотрят завтрашний день. Вот что не так у нас на сегодняшний день с уровнем подготовки, с системой распределения выпускников? Почему, к примеру, не заработала хорошая, в принципе, программа «Земский доктор»? Земский доктор – это действительно как превентивный выход из ситуации хорошая обоснованная программа. Мы ее не анализируем. Это же федеральное финансирование, подкрепленное, гарантированное, обозначенное. Деньги есть под нее? Деньги есть. Значит, программа длится не менее 5 лет, насколько я правильно помню. Почему не анализируем? Отправили по программе, какие результаты. Закрепился специалист на селе, не закрепился. Если не закрепился, по какой причине? Надо же анализировать. Нет обратной связи. То есть у нас эта работа не ведется? Формализованный подход. У нас не ведется работа? Анализа у нас нет. Соответственно, нет анализа, нет и выводов. Организационных выводов, да, и решений. Если эта программа работает, соответственно, надо ее развивать. Если она не работает, то значит искать другие механизмы реализации в части заполнения кадрами. А что вы скажете об уровне подготовки молодых специалистов? О системе распределения? Я сам являюсь членом аккредитационной комиссии по выпуску специалистов. Уровень подготовки снижается. Это очевидно. Это надо принимать как факт. Все обстоятельства... Это общие тенденции по стране или это у нас особенно в регионе проявляется? Я думаю, что это общая тенденция все-таки. Ушла эпоха качественного советского образования. И вы вот как журналист, я вам приведу аналогию. Богатый русский язык, да? То есть у нас очень жесткие требования грамматики, правописанию по русскому языку. Сейчас что мы имеем? У нас же есть случаи, когда, условно говоря, субъект при поступлении на работу заявление на русском языке не может написать. Ну да, это есть такая беда. Есть такая беда. Есть. Хорошо, ладно. А по системе распределения молодых специалистов по районам, сельским районам в особенности? Не работает. Сейчас разлюфтились правовые нормы. Все больше молодых людей общается в рамках не своих обязательств, а в рамках своих требований. Есть юридические возможности и нет законодательной нормы по жесткому распределению, что было в советское время. Раньше четко определяли, закончил институт, на бюджетные деньги обязан отработать. Ну, вот недавно я помню... Как отслужить в советской армии. Да, вот недавно я помню, тоже обсуждал случай, что дочь одной высокопоставленной чиновницы из башкирского парламента, вроде должна была в Зелаирском районе
которая делегировала на обучение, должна была отработать, но вдруг она вынырнула здесь, в Уфе, якобы вышла замуж и успешно работает. Это целевое называется поступление в ВУЗ. Оно тоже сплошь и рядом нарушается. Схема следующая. То есть муниципальное образование за счет бюджета обучает специалистов в четкой надежде, что специалист вернется. Вроде как на словах, на документах красиво. И но это часто нарушается, да? Часто нарушается. Да, это обходится. Это блат, это связи. Да, это блат, связи, это безответственность. Вот еще одна из претензий к действующему министру Максиму Завелину, я все никак не могу, конечно, отвязаться от нашего первого лица, в том, что... В моем лице рупор нашли, что ли? Нет. Просто у меня, как у журналиста, тоже есть свой информационный, скажем, канал, поступающий, скажем, новостей. Вот, и о том, что при наличии финансирования нацпроект здоровья в Башкортостане при Забелине буксует, и буксует очень очевидно. Вот вопрос. Деньги не туда идут. Их не хватает, потому как тратят не с умом. Воруют, не дай бог. Или же дело имеем с отсутствием должной компетенции у чиновника. Вот только ли вот к руководителю башкирского Минздрава можно предъявить вот в связи с этим какие-то претензии? Или это в целом ко всему ведомству? Вот в последней части понятие отсутствия компетенции я бы, наверное, его поставил объединяющим. Почему? Потому что есть опыт, опять возвращаясь к соседям, да, есть чем сравнить. Там такой, это же федеральный проект, нацпроект. Давайте возьмем соседей не Татарстана, а соседей в Свердловской и Челябинской области, чтобы было, так скажем, более справедливо. По Челябинску не владею ситуацией, откажусь комментировать. По Екатеринбургу был, знаю, изучал, значительно интереснее. Реализуется нацпроект здоровья. Да, соответственно, показатели. Что у нас не так? Что у нас? У нас мы пытались к этому вопросу приблизиться, да, вот финансирование под собой имеет несколько составляющих. Это не только закуп тяжелого оборудования, так? Это обеспечение, значит, кадровой составляющей, так? Это обеспечение мотивации и другие составляющие. У нас все... Это человеческий фактор. Да. У нас все, значит, сдвигается в сторону закупа тяжелого оборудования, которое должно эффективно дорогостоящее. Вы говорите тяжелое, дорогостоящее. Да, дорогостоящее. То есть вы, конечно, тут, наверное, лукаво умалчиваете. Покупка дорогостоящего оборудования – это возможность получить откат. Это не мой вопрос, это вопрос больше правоохранительных органов. Это, скорее всего, есть. Потому что мы помним по Шибаеву эти факты. Я не берусь утверждать, я не являюсь пресс-службой. Нет, это просто устоявшаяся башкирская традиция жить на откатах дорогостоящего медицинского оборудования. Сегодня, стало быть, это тоже есть. Хорошо. А что мы упускаем в человеческом факторе в нацпроекте здоровья? В человеческом факторе, вот в нацпроекте, вот, может быть, я несколько казенными словами буду говорить, есть любой проект, он под собой подразумевает целевые показатели. Понимаете, о чем речь, да? То есть это по определенным категориям снижение заболеваемости, это оздоровление и так далее. Вот условно говоря, за те деньги, которые запланированы в бюджете нацпроекта, мы не достигаем этих целевых показателей по ряду основных интегрированных показателей. Интегрированные показатели – это объединяющие показатели, которые характеризуют в том числе и социальную составляющую региона. Вадим Раисович, давайте мы все-таки народным языком. Народным языком? Да. Что не так? Младенческая смертность растет, заболеваемость от сердечно-сосудистых заболеваний растет. Почему растет? Онкозаболеваемость растет. Это объективные или субъективные факторы? Это объективные факторы. Понятное дело, объективное. А где тут субъективный фактор срабатывает на минус? Отсутствие организации.
Вот. Отсутствие работы, правильно поставленной работы ведомства. Ну вот скажите тогда по-простому. Вот, например, принимает врач больного, и потом сидит, потом еще минут 15 пишет. Это же должны делать медсестры. Да. А медсестр сократили. Вот к врачам это... Вот эти же тонкости. Вопрос я хотел оговорить. Вот эти же тонкости как раз и подразумевает нацпроект здоровья, чтобы у врача голова болела только по диагнозу, по методике лечения. А заполнение формуляров, бумаг, карточек, справок, это, извините, должны быть медсестры, которые сократили, так? Да, но в этой части есть определенный прогресс. У нас есть региональная медико-информационная система РМИАС, да, которая подразумевает заполнение компьютерно. Но другой перегиб. Врач уперся в эти 12 минут приема в компьютер. То есть у него время поднять глаза на больного, осмотреть его и, соответственно, выставить диагноз или рекомендовать лечение просто физически нет возможности. Но в этой части я на стороне простых врачей. Вот нельзя, нет, я понимаю, да. Их замордовали. Нельзя загнать, да, конечно. Он и так в жестких рамках. Надо искать организационные решения. Так это ведомство должно как раз вот решать. Анализировать, прежде всего анализировать и предлагать, воплощать варианты решений. Скажите, вот вам известны такие факты, чтобы вдруг министр Забелин или его заместители вдруг приехали бы в какую-то районную поликлинику, районную больницу и пораспрашивали простых врачей, как вам, ребята, в белых халатах живется? Вот на вашей памяти есть такие случаи? Это вопрос, давайте вопросом сразу вам выдам ответ. Есть пресс-службу у Минздрава, я не читал. То есть вы не видели таких сообщений? Ну, по крайней мере. И вам коллеги о таких вещах не рассказали, что вдруг надо же, вдруг в нашу районную поликлинику приехал сам Забелин, прошелся по кабинетам и спросил у врачей, что вам нужно, ребята? Не берусь комментировать, у меня нет такой информации. Ну, значит, нет. Если у вас уж нету, у вас, у отличников здравоохранения, РБ и РФ, то тогда, понятно. Вот глядите еще, такой вот нюанс. Вот не кажется ли вам, что в республике у нас из года в год становится больше платной медицины? Вот может ли нормально действующий региональный Минздрав остановить поголовное сползание в процедуру лечения за деньги, платную медицину? Вот какие, например, у башкирского Минздрава для этого права и возможности? Это невозможность. Я бы вас поправил, это обязанность. Что такое платная медицина? Это альтернатива. Любая платная медицина, она рассчитана на извлечение прибыли. Я уж упрощенно рассуждаю. То есть есть категория граждан, которую эту возможность имеет, это их право, и они его реализуют. Но мы же говорим об основной массе населения. Почему растет платная медицина? Потому что бюджетная медицина, сужаются возможности, потому что бюджетная медицина не предоставляет возможность доступного лечения. Это очень серьезный вопрос. Вот, понимаете, мнение обывателей. Вот раньше я о платной медицине видел только лишь платные эти стоматологические клиники. Но сегодня уже появляются монстры, мать и дитя, тоже все платное. Согласен. То есть мы уже сегодня переводим за деньги все то, что раньше государство предоставляло бесплатно. Вот может ли башкирский Минздрав стать барьером и сокращать количество объектов здравоохранения, которые сползают на платный прейскурант? Можно ли? Нет, есть программа госгарантий, так? Это подзаконный нормативный акт, который, проще буду вам, как по вашим требованиям отвечать, да? Любой гражданин... У меня не требование, у меня наивный вопрос обывателя. Да, наивный вопрос обывателя. И закономерный вопрос. Вот как вы себе лично представляете обращение за медицинской помощью? Вот вы проживаете, вы человек с высшим образованием, так? Высокообразованный, интеллигент, имеющий определенные возможности. Как вы себе, вы можете заболеть, как любой человек. Как вы себе
только четко представляете обращение за медицинской помощью в городе Уфе? Со страхом. Со страхом. Вы искренне ответили. Вы знаете, в какую поликлинику обратиться и как обратиться? Но я знаю номер поликлиники, а вот как... Какой номер поликлиники? Это я знаю. Вы знаете. Вы можете. Нет, я просто знаю номер поликлиники. Да. Но, по крайней мере, если задаться целью, да, в случае проблем со здоровьем, вы обращение себе организуйте. А как должен это сделать человек, который менее образован, который занят в течение дня на работе, да, пенсионер или другой социально незащищенный человек? Нет, вот же в чем вопрос. О какой платной медицине разговор? Обязанность ведомства организовать доступность, чтобы любой из человек, гражданин, четко представлял, куда он может обратиться за медицинской помощью. Знаете, вот я скажу горькую вещь. Похоже, мы все начинаем привыкать к тому, что проще и быстрее сдать анализ или получить какую-то справку за деньги. Вот в чем дело. Нас к этому приучают. Вот вы сказали, рабочий человек после работы, куда он обратится? Конечно, обратиться платно. Конечно, ему проще урезать свой бюджет личный. Но подождите, а нас проект здоровья, а МОСТР, Минздрав? Позволяет. Все возможности для организации работы на сегодняшний день есть. Вот еще один, вот у нас просто время, как шагреневая кожа уменьшается, есть один еще момент, который я бы хотел бы с вами обговорить или хотя бы узнать ваше мнение. Вот глядите, вы уже упомянули традиционные по понедельникам правительственные оперативки. Да, совещание. Да. Вот, как мне кажется, на них, помимо чиновников, должны выступать и руководители федеральных надзорных ведомств. На то они и контролирующие структуры, чтобы помогать на местах от имени центра. Ну, пока что таким вот примерным поведением, на моей памяти, вот отличается, по-моему, Роспотребнадзор. А вот ни разу на таких заседаниях не видел руководителей или представителей регионального управления Росздравнадзора. Игнорируют они, как я слышал, и интерес себе со стороны башкирских СМИ. Вот оно, это ведомство, между тем, согласно статистике, я специально изучал в интернете, существует в Башкортостане не один десяток лет, по-моему, 2005 года. Чем вообще, скажите, занимается контора Динара Гашимова из двух, Динара Гашимов возглавляет, из 2 десятков специалистов разных профилей? За что они вот едят свой хлеб с хорошим куском масла, а вот кроме контроля вот за денежными, аптечными филиалами, киосками, системами? Я понял вопрос. Вот можем ли мы их призвать к работе, полноценной работе во благо больных и самого башкирского Минздрава? Я вас поправлю, Азамат Фаизович. Мы не должны призывать, мы должны требовать. Объясню почему. Это федеральный надзорный орган. Может быть переданный на субъект полномочиями. Есть полномочия, есть механизм, есть возможности, вплоть до привлечения к административной ответственности любого руководителя медицинской организации или ведомства. Почему не исполняется, почему нет в информационной повестке, это не ко мне вопрос. А к кому? Это вопрос... К Хабирову? К Назарову? Или даже, может быть, к министру здравоохранения? И к Хабирову, и к Назарову, и к министру здравоохранения тоже. Хотя надзорный орган должен надзирать, так ведь? То есть на сегодняшний день эта структура позволяет полностью профилактировать все проблемы здравоохранения. Эффективной работы нет. Но если они 1,5 десятка лет вообще игнорируют республику, им она не интересна, что делать тогда? Что делать? Требовать. Вообще, как вы считаете, по вашему мнению, многие знают о существовании такого органа? Сомневаюсь. Сомневаетесь. Почему? Потому что нет в информационном поле. Нет анализа, нет решений, нет, соответственно, выводов. На этом мы поставим, наверное, точку, потому что у нас остается буквально секунды. Так мы и не получили полного ответа, конечно, чем болеет медицина, но то, что она болеет, это уже очевидно. Спасибо вам большое. У меня был в гостях
собеседниках специалист именно высшей категории, отличного здравоохранения России, Башкирии, Вадим Башаров. Спасибо вам большое. Мы прощаемся с вами. Всех вам благ.